Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Вот близится к концу великий месяц, священный месяц Рамадан. Священный гость Всевышнего Аллаха целый месяц радовал нас подарками от Всевышнего. И, покидая нас, мы надеемся, что Он уйдет от нас не с пустыми руками, а заполнит свою ношу, свои мешки нашими благодеяниями и усердиями, которые мы совершали в этот месяц. И надеюсь, что Всевышний примет их от нас. И вот скоро наступит праздник. В чем же мудрость? В чем же смысл этого праздника? Почему мы должны радоваться в этот праздник? Как известно, Всевышний Аллах на целый месяц закрыл для нас врата еды и питья. И постящийся, он не мог наслаждаться вот этими яствами, пока солнце не сядет за горизонт. Но когда наступает праздник, эти врата снова раскрываются перед нами. И поэтому в день праздника запрещено поститься, потому что это не день поста, это не день лишения от еды и питья. В этот день люди должны кушать, пить, радоваться. Это день, когда мы должны звать в гости, и это день веселья. Во-вторых, перед праздником идет целый месяц, не праздника, а целый месяц испытания и лишения. Ведь постящиеся целый месяц, они лишали себя еды, питья, они боролись со своими пороками, со своими страстями, потому что, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-то начнет с тобой спорить, даже драться с тобой, ты не должен ответить ему, ты должен сказать: я на посту, я постящийся. Поэтому мы целый месяц боролись со своим языком, чтобы он не обманывал, чтобы он не злословил о ком-то. Мы оставляли споры, мы оставляли вот эти все разногласия, и мы постились. И в день, вот этот праздничный день, мы торжественно мы испытываем чувство победы. Победы над кем? Нет, не над врагом, а над самим собой. Над своими страстями, над своими пороками. Ведь месяц Рамадан учит нас побеждать свое большое «я», побеждать свой нафс и обуздать его, и быть рабом только единого Аллаха. Поздравляю всех с этим наступающим праздником. Пусть Всевышний примет наши усердия, пусть Всевышний простит нам наши грехи, ибо Он прощающий, и даст нам счастье как в этой жизни, так и в последующей.